Правила борьбы кыргыз-күреш. Условия проведения соревнований. Сүрмө-күреш. После одного поражения снимается соревнований. Борцы, не вышедшие в финал, будут бороться за третьи места. В случае, если количество достигнет 5 человек, то соревнования будут проводиться по круговой системе. Борьба проводится на специальном ковре. Размер специального ковра составляет 12 на 12 метров. Диаметр окружности места проведения борьбы составляет 9 метров. Ширина контрольной красной полосы составляет 1 метр. Виды проведения соревнования. Личное первенство, командное, абсолютка. Начало борьбы. Завязывание пояса. Пояс необходимо завязывать крепко. Расстановка борцов. Борцы берутся двумя руками за пояс в указанном месте, головы прикладываются друг к другу, стоят прижавшись друг к другу, ожидая свистка судьи. Борцы стоят внутри намеченной границы. В случае, если борцы не борются, а убегают от схватки, то судья делает первое замечание, и после второго замечания засчитывается 1 очко. Возрастная категория борцов. Взрослые свыше 20 лет. В случае, если мастерство 17-летних, 18-летних борцов соответствует, то по разрешению врача они имеют право бороться во взрослой категории. Молодежь 18-20 лет, юноши 15-17 лет. Весовые категории. Взрослые до 55 килограммов, до 60 килограммов, до 66 килограммов, до 74 килограммов, до 84 килограммов, до 96 килограммов, свыше 96 килограммов. Судья, главный судья, помощник главной судьи, главный секретарь, срединный судья, боковой судья, секундомер, комендант соревнования, врач, ведущий и другие. Опрятность и одежда борцов. Просторные брюки белого цвета, верхняя часть должна быть оголена. Борцы должны выходить на ковер в мягкой кожаной обуви. Пояса синие, красные, пояса затягиваются крепко в области пупка. Тела борцов должны быть без ран, без телесных повреждений, и также ногти должны быть сострижены. Борцы без вышеуказанной экипировки к участию не допускаются. Все команды-участники участвуют в соревнованиях только со своими одеждами и поясами. Взвешивание борцов. Взвешивание проходит за 1 день по заявке до начала соревнований. Согласно регламенту о проведении соревнования, спортсмены, опоздавшие на взвешивание, к участию не допускаются. Спортсмены допускаются после медицинского освидетельствования. Во время взвешивания проходит жеребьевка. Контроль за проведением взвешивания возлагается на главного судью и главного секретаря соревнований. Во время совещания с представителями команд объявляются итоги взвешивания. Приемы, разрешенные в кыргыз-күреш. Бросок прыжками в бок. Подсечка. Захват и подъем ног противника. Подсечка, заграждая ноги. Бросок изнутри, токоник, тушо. Захват на бедро. Бросок через поясницу. Бросок через колено. Бросок через грудь. Бросок встряхивания. Бросок встряхивания весом, посадка. Контрбросок, ответный бросок. Бросок на прогиб. Бросок разворотом. Выполнять прием, захватив за затылок одной рукой. Выполнять прием, захватив за руки. Подножка, отхват. Бросок внутри, обхватив противника. Обхватив противника, подсечь. Обхватив, зацепить ноги ногой. Провести бросок, нырнув под руку соперника. Примечание. Начать схватку, поднять руки можно лишь после свистка судьи. Срединный судья ведет наблюдение за процессом борьбы. Если борцы не борются, делает первое замечание. Затем, если борец не начинает бороться, то судья останавливает бой и засчитывает 1 очко в пользу другого спортсмена. В случае, если борец опускает обе руки с пояса соперника, то ему объявляется провинность и засчитывается 1 очко его противнику. В случае, если борец убирает руку с пояса и в течение 10 секунд не осуществляет прием, то он возвращает руку в исходное положение. В случае, если оба борца одновременно падают, то очки не засчитываются никому. Если во время схватки борец выходит за пределы намеченной границы, то схватка останавливается и борцы становятся в центр круга. Если во время схватки оба спортсмена вываливаются за пределы границы, то они обратно возвращаются в центр круга. Если совершен прием и борец большей частью тела падает на красную полосу и оба плеча оказываются на ковре, то ему засчитывается поражение. Во время проведения схватки борцы не имеют права завязывать пояса и обращаться к доктору без разрешения судьи. Приемы, запрещенные в кыргыз-күреш.
Держаться за ремень и штаны одновременно. Дергать, захватив мотню штанов. Хвататься и щипать руки и тело. Принять позу лежа с вытянутыми руками с целью обороны. Подставлять руку с передней части бедра в области живота. Зажимать шею под мышкой одной рукой. Провести захват и держать ниже пояса. Проводить захват ног. Упираться головой с целью обороны. Блокировать локтем с целью обороны. Грубо давить локтем. Не держаться обеими руками за пояс с целью обороны. Провести прием, не держась обеими руками за пояс. Отталкивать голову и лицо ладонью. Проводить удар по ногам соперника ступней. Очки. 2 очка. Если падает на бок. Если большая часть тела оказывается за пределами границы, прием на 2 очка. При совершении приема за красной полосой. 1 очко. Если большая часть тела оказывается за пределами границы, прием на 1 очко. Положить на бедро. Если борцы не борются, а убегают от схватки, то судья делает первое замечание, и после второго замечания засчитывается 1 очко. Если обе руки сходят с пояса соперника. Если убежал с ковра. Замечание. В случае, если борец намеренно тянет время при завязывании пояса. В случае, если ногой либо полностью телом вышел за пределы ковра. Если пояс был не крепко завязан или преднамеренно расслаблен. Если один или обе руки подставляют к передней части бедра. В случае, если борец убирает руку с пояса и в течение 10 секунд не осуществляет прием. При начале схватки против правил избегать схватки. При опоздании на схватку до 1 минуты. Если борец не спеша поправляет пояс и одежду в целях перевести дух. В случае, если были применены запрещенные приемы. Отстранение от соревнования. Если опоздал на соревнование более 1 минуты. Если оказание медицинской помощи превысило 3 минут. При получении 3 замечаний. Выведение из боя. При споре или драке с судьей выносится на рассмотрение судей, отстраняется от данной схватки, затем решением федерации отстраняется от борьбы на срок от 1 до 3 лет. Подведение итогов. Чистая победа. Победа по очкам. В случае, если заработанные очки борцов совпадают, то победа засчитывается тому, кто последний заработал очко. Борец, получивший 3 замечания, отстраняется от соревнования. Если разница в очках составляет 8-0, то засчитывается чистая победа.